2 года назад героями нашей передачи стала приемная семья Босиковых из Усть-Алданского улуса. Сардана Николаевна воспитывала 3 приемных детей – Викторию, Ричарда и Айлану. 1,5 года назад в рубрике «Ищу семью» мы показали родных братьев Семена, Максима, Данила и их сестру Маю. И вот спустя 2 года мы отправились на съемки в село Барагонцы Усть-Алданского улуса. Поездка эта была для нас радостной вдвойне. Нас ждала встреча с Семеном, Максимом, Данилом и Майей. Теперь они живут в приемной семье Босиковых-Габышевых. Мы застали Максима, Данила и Айлану во дворце спорта вместе с приемным отцом Романом Михайловичем. Благодаря принятым в Улусе мерам поддержки приемные семьи получили возможность бесплатно заниматься во дворце спорта. Вместе с Романом Михайловичем 14-летний Данил и 11-летний Максим ходят в тренажерный зал, а еще мальчики занимаются в секции масс-рестлинга. Быйыл маннати 2 оғалла бетибаханы болаттар. Олар көрөммен эме бу бем секция барылдым. Бүгүн аттан Бюрютек Данил ден, ванна Леонтьев Максим ден, иккидите күрәккә җәһрәттем. Директорын улак өтөппәттер. Онтан сылбы соруппы тотан республикатын билдер мастардахачы болар. Сыллахпы соруптахпы. Үлеләһә җәбет Данил дә бәйтә җүр, аннахатан каллар тух сыһалан кас күрәктәгән иттән калан анализтыбыт. Онтан ол бу мантебин мәртәгә беттен үлеләһәбет. Онтан жарыктан нахпытна ситиях беттен әләнәбетте. Посетили мы и Мирюнскую среднюю общеобразовательную школу номер 2. 15-летняя Майя учится здесь в 9 классе и входит в актив самоуправления школы. Бияха бу күн политик Майя кирпиде. Кине тохсклаһын билбеппит, ана шубайтык аны кирен арыллыбыт курдук. Бәйтин көрдөрөн шубайтык үлелир, үлакытыха. Майя учится в Мирюнской школе с начала учебного года и очень хорошо адаптировалась в новой обстановке. Бу школа верне калеммен олустук вердим, оголору кытты билистим. Юракпар тупсаналлым, оголору анучталары кытты саһаным үшөй. Школа верне калем баран, агаяк берем болам баран, мен самоуправлениега кирдим, активка. Поддержка школы, несомненно, играет большую роль в успешной адаптации приемных детей. Активность детей в школе во многом заслуга приемной мамы Сарданы Николаевны Босиковой. Она человек с активной жизненной позицией и делает много полезного для родного села в воспитании детей. Сардана Николаевна кытта мен оттан сибәһим дигән бу көне огыны итер ие булган тебестән өлеләһәммит өлеләпит оннан бихи олора төлбә битер Сардана Николаевна төлбә салаячтынан өлеләбитә эме үдүк тахарылахты өлеләбитә алгынан баран тәкәнне кысылларга бәйтен семейный инде жекергенин туагынан токтабыта сат төлбә салаячтыттан онтан быел бу туактыккаби бу огыны итер жекергеттер гытта үлеләһәребит тебестәнгә биги бу уус жактарын себетер Сардана Николаевнаны буппут тойди тәккенә жактар үлеттегәр син бир бу огыны итер приемный диккаде жекергеттер каянданадылар олары биги кинлер нүнгә билен олар вактакпыт кайдак балыгынлактык кайдак бу жекерген төһелбәк огыны итерин туакка кинлер калгалактарын ол хин бу жактан хебетер кирдин демен мен Сардана Николаевнаны кыттатеңге бәбер сол биячы председатель гынан илҗе хаҗанулалибит чокка билбәппин гынан бәйситтер бина дедомнар хоторык менен сок булыктары дит бу маннык приемна жекергеттер бехтерин нада дит обществога онаттан дойдуга бартыгар ол хин бу Сардана Николаевна колобурун онна атын ите бихеулус бутер бар елер колобурдан әлбәттә кепсек битен нада. Безусловно, необходимо уделять внимание вопросам поддержки приемных семей и воспитанию детей в семьях. Данил, Максим, Семен и Майя живут в приемной семье 7 месяцев и за это время уже многому научились. Живя здесь, я научилась готовить различные блюда.
Узнала много чего в кулинарии, в хозяйстве узнала. Все время, если чего-то не знаю, все время хожу и спрашиваю об этом. Как приехав сюда, я улучшилась в учебе, стала намного лучше. Троек вообще не стало, хотя в прошлом году у меня было много троек. Я Майе иногда могу помогать, ну вот это готовить, типа все такое. Нарезать морковь и все такое. Все. По кухне помогает Максим часто. Сам приходит, нам нужна помощь. Данил, вот расскажи, чему ты здесь учишься, чему научился? Самостоятельности, работать еще. Я тут научился хлеб мазать, самоуверенный, самостоятельный. Как вот с осени, как говорю, приехали, да, ребята, вот в сентябре мы их забрали. В сентябре мы вот всегда с сыновьями работаем на улице, дом строим. И Данил сразу вот, он ничего не знает, как что делается. Вот ходит, спрашивает, как это. Максим, я все показываю. И Максим тоже. Доски таскаем, работаем. Там мы закончили, сперва коробку закончили, потом котельную сделали. Котельную мы полностью закрыли, уже готовая к работе. А дом будем достраивать еще весной, наверное, начнем, крышу будем делать. Целеустремленно работаем. Каждый знает свое место, где. Каждый целенаправленно работает, свою работу знают. Данил лед таскает, воду носит. Максим вот потеплело сейчас тоже. Осенью он помогал, воду таскал, лед заносил. Во дворе убирались. С весны будем строиться. На рыбалку поедем. На рыбалку поедем, Чариктай. Машину на подлетку приобрели для того, чтобы семейно ездить большую. В сентябре прошлого года в семье наших героев появились еще 3 приемных детей – Люда и ее братья Ваня с Ромой. Новый год дети встретили в семье. Мы когда-то зимой пошли на елку, там был концерт, потом там, когда зажгли елку, то тогда мы очень обрадовались. Расскажи про тетю Сардану и дядю Рому. Какие они? Тетя Сардана хорошая, готовит, уважает, учит нас хорошо учит нас. Телефон не брали мы. Адаптация детей в приемной семье проходит легко благодаря стараниям и заботе Сарданы Николаевны. Люда у нас старшая, учится в 4 классе, но по учебе тоже подтянулись. Очень любит рисовать. Входим в ВУД палитра, рисуем. А потом идет у нас Ваня. Ваня у нас учится в коррекционной школе в Арылахе. У них очень хорошая коррекционная школа. На той неделе он занял 1 место в республиканском региональном олимпиаде по СБО, социально-бытовое обслуживание. Потом занял 1 место по рисунку мой папа в республиканском тоже конкурсе рисунков. Такие у нас успехи. А младший Рома учится у нас во 2 классе. Он очень любит читать стихи. Занял 3 место во внутришкольной олимпиаде по чтению стихов. Творческие дети. Ребята, вы счастливы, что вы живете в семье? Да, я счастлив, что я живу в этой семье. Эта семья очень большая, добрая, хорошая семья. Роль семьи для ребенка очень важна. И если так получилось, что дети лишаются родных родителей, они могут обрести приемную семью. Сардана Николаевна и Роман Михайлович прилагают все усилия для полноценного развития детей, даря им самое главное – любовь, чувство уверенности в завтрашнем дне и залог успешного будущего. В Усть-Алданском улусе проводится большая работа по поддержке приемных семей и увеличению их количества на слегах.
13 февраля 2022 года постановление нашего главы Усть-Алданского улуса Амосова Василия Ивановича вышло, да, там мы уже определили помощь семьям, да, многодетным, как бы бесплатное посещение спортивных залов, бесплатное посещение культурно-досуговых мероприятий и музеев, кинотеатров там, да, и как бы мы определили помощь семьям, да, ну, многодетным семьям, и в том числе приемным семьям и опекунов. И также мы утвердили порядок выдачи удостоверений и награждения приемных родителей, это воспитывающих 3 и более детей в течение 10 лет, знаком за вклад в социально-экономическое развитие Усть-Алданского улуса. Мы хотим, чтобы в каждом селе, в каждом наследии были приемные семьи. Мы переговорили, у нас 21 наследников имеется, да? С главами наследников мы переговорили, чтобы они создавали приемные семьи. Потому что у нас идет сейчас демографический отток с наследников. Проблема очень даже самая как бы актуальная получается. Вымирание может произойти, вымирание сел. Ну, сейчас, например, находится по прописке 500 человек, а на самом деле 250 человек зимует, получается. А дети, соответственно, там раньше было 100 детей, сейчас 60 детей, например. Да? И мы хотим, чтобы каждый наследник чтобы создавал приемные семьи. Это как бы, ну это хорошее дело же, чтобы детей там воспитывать, ну, сироты есть, имеются там, в детских домах имеются дети проблемные, их создавать и сами создавать хороший очаг, семейный очаг создавать.